Уровень заболеваемости сезонными респираторными заболеваниями пока незначительно превышает эпидпорог. Причем болеют в основном взрослые. Но рост еще возможен, говорят эпидемиологи. К тому же опасность представляет микст-инфекция. Это когда грипп накладывается на коронавирус. Таких случаев еще не выявляли в мире, но уже понятно, что вакцинация, по крайней мере, от одной из них поможет избежать серьезных последствий. Ольга Коняева оценила обстановку. Во всем мире случаи гриппа пока единичные, отмечаются только в северном полушарии. Впрочем, сезонный рост респираторных заболеваний никто не отменял. В Коми уже циркулируют риновирусы и парагрипп. Примерно 8 тысяч обращений к медикам в неделю. Это незначительно выше эпидпорога. Причем болеют сейчас в основном взрослые. Это отчасти, конечно же, связано с ситуацией по коронавирусу, потому что такое новая коронавирусная инфекция? Это то же самое ОРВИ. И начинается оно, и симптомы все те же, которые в дальнейшем или перетекают в более тяжелые, либо не перетекают. Ведь когда у нас был грипп просто, то большинство населения, особенно взрослого, не обращалось за медицинской помощью, считали то, что это все пройдет, ничего страшного, лечи неделю, не лечи 7 дней. Это нам всем известно. А сегодня все видят то, что да, поскольку есть какая-то настороженность по новой коронавирусной инфекции, поэтому и обращаются за медицинской помощью. Случаев, когда грипп наложился на коронавирус, пока не зафиксировано, но прогнозы в таких ситуациях нерадужные. Грипп и ковид – заболевания сами по себе тяжелые, к тому же дислоцируются в одном месте, поражают верхние дыхательные пути. У кого еще осталась мысль о том, чтобы проскочу как-нибудь, проскочит плохо. Не как-нибудь, а плохо. Потому что человек, ослабленный гриппом, непривитый, точно совершенно подцепит коронавирус, поскольку две инфекции притягивают друг к другу. Не отталкивают, да, а притягивают. Пандемии гриппа, в том числе птичьего и свиного, мы пережили. И хотя в мире по-прежнему от этого вируса умирают, жертв становится в разы меньше благодаря иммунизации. Это и защита от осложнений: пневмония, абсцесс легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты, синуситы. Сейчас применяется в основном отечественная вакцина «Совигрипп», которая включает эпидемически актуальные штаммы вируса А и Б. Температуры нет? Нет, уже измеряли. Аллергии нет у вас? Нет. В Коми прививку от гриппа сегодня получили 43% жителей. По данным за последние 2 сезона, привитые болеют в 5-7 раз реже. Иммунизировать больше жителей, чем обычно – это план для всей страны, дабы не допустить 2 эпидемий сразу. Следующий транш вакцины в Коми поступит в начале ноября. Производители вакцины не поспевают. Это стало одной из причин низкой вакцинации за счет работодателей. Чуть больше 3000 человек в Коми. Противопоказаниями для проведения вакцинации является аллергия на куриный белок, ранние осложнения на любые прививки, также хронические заболевания в стадии обострения и острое респираторное заболевание на момент осмотра. Ситуация с коронавирусом, по словам эпидемиологов, в Коми крайне напряженная. Да мы и сами это видим. Под 200 новых случаев каждый день. И важнее тут даже не цифры, а тяжелый урон здоровью. Причем только 5-я часть госпитализированных – это пожилые, 65+. Средний возраст болезнь тоже не обходит стороной. При этом дети и жители до 30 чаще переносят в легкой форме. Но как раз они-то и заражают других, если не соблюдают масочный режим и простые правила гигиены. До конца года в Коми поступит 700 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Это в первую очередь для медиков, лечащих ковидных больных. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.